земле на уникальном объекте не только для Абхазии, для мирового масштаба. Это один из старейших ботанических учреждений, ботанических садов в постсоветском пространстве. По содержанию и по значимости. На первом месте выходил Батумский ботанический сад, там более влажные субтропики, и территория позволяла. Там 300 гектаров, а у нас около 8 гектаров. Рельеф там не позволял нам. Но мы были постоянно на самом передовом среди ученых. Здесь работали выдающиеся крупнейшие ботаники Советского Союза. Здесь приложил свои усилия Вавилов. Здесь приложил свои усилия Рубцов, Васильев, наша Академия флоры, всей, так сказать, Колхиды, всей знаменитой Колхиды. Вот такие крупнейшие и большая, огромная традиция ботанических исследований в этом центре. Почему? Почему именно выбрали этот объект? Дело в том, что ботанический сад расположен в зоне влажных субтропиков и позволяло испытывать любые от субтропиков до умеренно холодного климата представителей со всех континентов земного шара. И здесь в коллекции у нас насчитывалось свыше 1000 единиц таксонов, свыше 1000, приветствует только растения, а общая сумма там среди травянистых, цветочных и так далее, но превышала и 5000. В 1939 году был такой лекарь Багриновский, он служил в береговом гарнизоне, который руководил генерал Николай Николаевич Раевский, сын участника Великой Отечественной, Первой Отечественной войны с 1912 года. Очень положительный, который относился к ботанике, к растениям и так далее. В то время необходимо было испытывать лекарственные растения для солдат, для гарнизона и так далее. И этот полковник по званию лекарь, садовник, он основал вот здесь небольшой сад. Но к 1940 году коллекция настолько возросла, уже силы содержать собственными и так далее не стало возможным. И Раевский берет его на попечение гарнизона и называет само основное направление и ценность этого ботанического сада по сей день остается самым значимым для ботанической науки, мировой ботанической науки. А что такое ботанический сад? Собрание растений. Собрание растений для изучения возможности их использования в практических целях в условиях того региона, где они испытываются. В этом отношении здесь проводились колоссальные работы мирового уровня, ботанические исследования. И они, так мы сегодня, наше поколение старается сохранить то наследие, которое нам оставили, и продолжить дальше эти ботанические исследования. Но мы его, так, потомки, увековечили, наше поколение увековечило его память. Вот здесь еще уникальные, походу мы увидим, пальмы, такие как слоновая, свою вторую родину, прекрасно растут, прекрасно развиваются и служат они объектом декоративного строительства в зоне субтропиков. В Сочах они чувствуют уже тяжело, а дальше Сочи выше. Там они уже вообще не могут произрастать. Это примерно тропического, субтропического климата. Ясно произрастают в наших условиях и показали свою перспективность. Сзади у вас, вот, например, дуб. Вот видите, дуб вот этот дуб высоченный, он называется шелковистый, вот такой, шелковатый. Лист другой, совершенно другой. И дальнейшее. Изучая, это дуб. Зимой тоже цветет, вот так вот зеленый. А нет, это листопадный. Такое технического качества особо не ствола. Оттуда такое простонародное такое название сделали, но это пальма чилийская. Новая это дорога. Больше 100 лет. Вот более старый экземпляр, ему около более 60 лет, не более. Но чем он интересен? Интересен тем, что этот вид у нас образует леса.
на огромной площади, в верхней горной зоне с высоты 900 метров над уровнем моря до 1800 до 1900 метров над уровнем моря. И полосой верхний пояс лесов окаймляет эта формация пихтовых лесов. Он очень ценная, реликтовая, уникальная порода, эндем Кавказа, произрастет только. Что называется она лагерстремия индийская. Цветет, вот сейчас скоро начинает цвести, очень долго, красиво цветет. Называется она индийская, но родина не Индия. Его впервые описали в Индии и назвали в честь генерала Лагерстрема. Ботаническая наука, разночтение непонятно. На заднем плане у нас они произрастают здесь. Это листопадное дерево, прекрасно растет здесь. Очень ценную древесину, быстрорастущая древесная порода, но листопадная. И вдруг мы обнаружили, вернее не я, а мои предшественники, тут был профессор Васильев, который здесь работал, он где-то обнаружил это и посадил здесь у нас случайно, мы обнаружили вечно зеленую форму. В мире нет, не зарегистрировано. Надо было размножить, с семенами не получается. Корневыми отпрысками мы посадили вот здесь. Обновление, биологическое обновление, все зрелые побеги, как они называются, стволики, мы вырезаем, изреживаем и постепенно омолаживаем, и срок жизни у них мы продлеваем. Это практически единственная такая роща из этого бамбука у нас в Советском Союзе, их нет больше. Если тропический, ранее, когда начинает в течение недели, он достигает 1,5 метра в течение недели. И он в это время очень съедобный и, так сказать, можно употреблять в пищу. Но кроме того, из него можно подделки разные, Юго-Восточной Азии, из него чего только не делают. Элементом, вокруг которого можно было разбить парк. Да. Это либо помнить огромная история. На 6 цветкурков. Говорят, турки здесь как привязывали свои, стояла их это самое, да, или как он называется, и они благодаря местных климатических условий, это абориген. Она и абхазцы любят, говорить. Магнолия крупноцветковая. Мы с помощью колхицина добились пестролистной формы, которой нет в мире и которой не было описано нигде. У нас произрастало. И один экземпляр мы посадили здесь, и он сохранял свою пестролистную форму. Это, то есть она, магнолия, сохраняла. Все росло метров около 4-5 было. И в один прекрасную зиму огромный побег вот отсюда, видите, обломано. И прямо на это растение. Он его, в общем, разгромил полностью, разломал. Мы посадили на пень, и появились новые побеги. Пестролистость пропала. Значит, наше воздействие было палеоботаника. И они уточнили, что это такое живое ископаемое, когда-то процветало, где во многих местах произрастало, это метасеквоя. Секвор, кто-то их туда вклинил. Это архаичное строение структуры ствола. Оно говорит об очень древности. Это вид реликтовый, больше 2 миллионов лет тому назад. Оно произрастало и сохранилось только в природе, только в Китае, больше нигде в мире нет. Способа приспособления, вернее, приобретенного 1700, подумайте. Мы можем на единице площади вырастить такую древесину, возраст трубки где-то около 50-60 лет. Готовим материалы,
сотрудничество защищается по этим. Друг был дендролог, он говорит, хочешь посмотреть на золотой фонд? Ну, какой хочу. Диаметр 16 метров. Вы представляете, диаметр 16 метров дерева? Они сейчас там произрастают, но несмотря на все невзгоды за 2 с чем-то миллионов лет, пожары, там, природа наградила такими особенностями, которые спасала жизнь во все эти, противостояла всем этим невзгодам. Кора на родине в основных до 30 сантиметров доходит. И никакой пожар не берет ствол. Заболон не сгорает. Кора, она, так сказать, кислород не содержит, то и огонь не обжигает просто, и все, и пошло дальше. Это корневой опыт на родине тоже, когда погибает основное дерево, корневой опыт, он сохраняет свое будущее. Таким образом, мы сегодня имеем вот ствол в дубовом формировании. Это тоже красиво, где-то декоративно. Они интересны. Они большие, это потом. И еще одно, не могу не похвастаться, вот здесь маленькое растение. Это растение очень древнее, очень уникальное. Тахтаджан академик в свое время с этой систематикой происходило. Первобытные леса. Да. Первобытные леса. В каждом плане уникальное растение. Родина Тайвань. Прекрасно. Когда Христос возвращался, вот в России вербное воскресенье делают, да? Там это не растет, вот это сыпали. Христос. Вот эти пальмовые. Это саговник. Насколько быстро вымахалось это растение. И рядом липа кавказская, которая цветет на весь исполнен. Черная древесная, очень ценная.